В прямом эфире Чеченской Вести я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. В приоритете качества. Первый этап второй этап второй линию. Рамзан Кадыров проверил ход возведения второй линии домов в Путинском районе. Кадровые изменения. В Натеречном районе назначен новый исполняющий обязанности глава администрации. Черемша на любой вкус. Пример всем остальным районам, как нужно развиваться, как нужно, какие мероприятия нужно организовывать для того, чтобы привлекать внимание и к своему району, и к инвестициям. 2 тонны зимнего деликатеса приготовили на фестивале Хонгфест введено. Монолитные работы на второй линии жилых домов завершены. Специалисты перешли к облицовке фасадов. С темпами работ в 5-м районе Грозного ознакомился Рамзан Кадыров. Совсем скоро начнется строительство бульвара длиной почти 2 километра и инновационной IT-школы. О том, как формируется облик Путинского района, в репортаже Ахмада Рамазанова. Очередной осмотр строящихся линий района имени Владимира Путина глава региона Рамзан Кадыров провел вместе с мэром столицы. Хасмагомед Кадыров подробно рассказал, какие работы ведутся на данный момент, и для наглядности показал 3D-модели будущих объектов. Как известно, первые этажи новых домов выделены для коммерческих организаций. Руководитель субъекта поручил донести до владельцев бизнеса необходимость в скорейшем начале деятельности. Это особенно важно, поскольку район активно застраивается. Вместе с тем растет количество жителей, а также туристов, желающих увидеть, как меняется облик города. Однако ощущается нехватка заведений и общественных пространств. Людям попросту некуда зайти, чтобы отдохнуть или провести время. Следующий, третий этап. Второй линии между церковью бульвар. Акцент первый, второй, третий этап. Первый этап второй этап второй линию. между бульвар парк церковью شبك بلخش خوتين وجرافيك تدبلش ده لازم تقبل دول ودو حل البوش عمود هاجي ترابو يبولوار بعدين 8 كيلومتر بوز يبولوار بو توقع شيء جيش زون رب خا بارك سنتول بيخ شير زورك 6 متر لنا يوتن تاكشين ماجد جوس يوقع تشين ماجد يوقع بوز اتستيح بلخش دبلش بو ماجد كون مجر دخوتين دو وجا ايش بيكون بلخش شق دول доллары внутренний белша приступить на царь чуах штука тут чеш разворачивается ситуа иштайволен и белш будешь когда хука хли шола садик школ что-то абол бешбу ши садик ши школа дайволеню есамел объект шаге проект на завершение следующий этап мы еще строим дайволю так эти школы церпаркилочгал إذا полный этот проект чекала, инза хокбата хатун строительство дайволю, до конца года чекала. Город преображается на глазах, удивляет не только масштабы возводимых объектов, но и скорость их застройки с высоким качеством. 4 этажа доллара преподавательский учат, ушхерил шатца, учебник шушулш, яснок шаге полный на автомате шедукега оборудование шушулш, самый одаренный берштат ушамошелю. Учитель в школе عشان دكوا باتسجا دك دجت كمبيوتر وعمو شو خاطر مش لقيت شغل تندرس بقول هر بريك سبوس يوكو قاحين سو كميس بس عيد سوي شيء بول ابو عبد صاني كما يجلسان يقدر يوشو دون هذا وجه بول ابو دينا وجود اللي شو بنتكلم أنا ما تعرف بوشو كنا عايز كذا يوزر بوش بعد هذا
Кайта Рамзанович. Ой, ирс группу улышса организацию. Цар царистаран дайлан уже бол бешукцеда. Цунгар масал аят бисан чарше бол бичан болуш. Цацад дизайн шөч шпорхт бол бешбу. Шей сих бол бена сих ажевитече. Шу цаде халхе бол даур буэлец на данистили. Строительство жилищных комплексов в районе Путина идут активным темпом. К примеру, в ЖК «Авангард» ведутся фасадные работы, а также занимается кладкой газосиликатного блока на обеих корпусах. Благодаря чуткому контролю и постоянной поддержке со стороны региональных властей, жители получают самые прекрасные условия для жизни. Новый микрорайон – это один из самых амбициозных проектов, который окажет большое влияние на городскую среду. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика. Строительство, реконструкция и ремонт 161 объекта на сумму 27 миллиардов, а также реализация 102 инвестиционных проектов еще на 22 миллиарда. Такие амбициозные планы озвучил премьер-министр на совещании под председательством Рамзана Кадырова. В центре внимания вопросы социально-экономического развития, мероприятия в рамках Года горных районов и ход подготовки к осенним выборам. О том, какое историческое заявление прозвучало на совещании, в репортаже Турпалали Тайсумова. В текущем году запланировано очень много мероприятий. Связаны они с социально-экономическим развитием, многоуровневыми выборами. Все эти вопросы рассматривают официальные лица в ходе совещания Рамзана Кадырова. Эти направления важны и необходимо изрядно потрудиться, чтобы их реализовать, отметил глава Чеченской Республики, начиная совещание. Сегодня мы обсудим мероприятия в рамках Года горных районов и развития малого и среднего предпринимательства, а также подготовку к предстоящим выборам. Докладчик Мамаду Ахмедович, Председатель правительства субъекта Магомед Даудов в своем докладе привел примеры экономического роста в различных отраслях, в частности, пополнение бюджета, которое идет успешно благодаря поступающим налогам. Премьер-министр отметил большую заслугу в стабилизации и улучшении ряда показателей секретаря Совета безопасности субъекта Адама Кадырова. Уважаемый Рамзан Ахматович, правительством Чеченской Республики принимаются меры по сохранению заданных темпов социально-экономического развития республики. Только в рамках региональных проектов в 2026 году запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт 161 объекта на сумму 27 миллиардов 178 миллионов рублей. Продолжается работа по оздоровлению государственных финансов и увеличению налогового потенциала. На 1 февраля 2026 года план по налоговым и налоговым доходам выполнен на 152,8%. При плане 1 миллиард 558 миллионов рублей. Собрано 2 миллиарда 381 миллион рублей. Перевыполнение на 823 миллиона рублей. Динамика к аналогичному периоду прошлого года 147,7% или 769 миллионов рублей. По вашему поручению, проведение профилактических мероприятий в целях соблюдения налоговой дисциплины отдельными категориями налогоплательщиков было возложено на секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова. Благодаря его слаженной работе удалось обеспечить полную уплату налогов в бюджетную систему указанными налогоплательщиками. Правительством совместно с исполнительными органами определены ключевые проблемные вопросы социально-экономического развития Чеченской Республики, требующие решений на федеральном уровне. В рамках вашего поручения на прошлой неделе находился в служебной командировке в Москве, где провел ряд встреч в рамках решения проблемных вопросов. Магомед Даудов рассказал, что в ходе рабочей поездки в Москву, согласно поручению Рамзана Кадырова, было проведено несколько плодотворных встреч с высокопоставленными чиновниками из министерств и ведомств страны. В частности, была затронута тема дополнительного обеспечения субъекта электроэнергии со строительством необходимой инфраструктуры. Есть успехи в сфере образования, а также в развитии природных ресурсов. На встрече с Министерством обороны России была достигнута договоренность о старте строительства новых военных городков в субъекте. Заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Валентиновичем Новаком обсудили строительство объектов инфраструктуры второго этапа развития особой экономической зоны Грозной. Включение 9 объектов социальной сферы и инфраструктуры в действующие государственные программы Российской Федерации. Увеличение ежегодного объема финансирования из федерального бюджета для предоставления финансовой поддержки на обеспечение жильем молодых семей в целях стимулирования жилищного строительства республики
подробно обсудили вопрос включения инвестиционной программы Россети, мероприятия по строительству энергетической инфраструктуры для обеспечения электроэнергии новых потребителей на период до 2035 года. Это порядка 120 тысяч участков под индивидуальное жилищное строительство. Отдельно рассмотрели вопрос увеличения финансирования программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса республики и выноса объектов высоковольтных линий жилых застроев в городах Грозный, Гудермес и Ойсхара. По всем обозначенным вопросам нашел понимание и поддержку со стороны Александра Новака. Федеральным органам исполнительной власти уже даны соответствующие поручения. При этом он отметил, что благодаря вашей грамотной политике Чеченская Республика наращивает экономический потенциал и демонстрирует динамику по ключевым показателям развития. В ходе рабочей встречи с ректором Московского государственного университета Виктором Садовничем детально обсудили вопросы дальнейшего развития филиала МГУ в городе Грозном. Открытый по вашей инициативе филиал ведущего отечественного университета в Грозном сегодня демонстрирует высокий уровень образовательного процесса и обеспечивает качественную подготовку востребованных специалистов. Актуальные вопросы, связанные с экологической безопасностью и сохранением природных ресурсов нашей республики, рассмотрели в ходе встречи с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Александровичем Козловым, в том числе строительство берегозащитных сооружений на реке Сунжа в городе Грозном и реке Бас в Шалинском районе в рамках государственных программ, а также рекультивация нефтешламовых амбаров и нарушенных земель в городах Грозный и Аргун в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Участие подразделений из Чеченской Республики и проведение специальной военной операции обсудили в ходе встреч в Министерстве обороны Российской Федерации. Также детально рассмотрели вопросы строительства военных частей на территории Чеченской Республики. Принято положительное решение по завершению строительства 3 военных городков для 349-го полка Ахмат Россия, 1434-го полка Ахмат Чечня и для 78-го полка Ахмат Север, а также в начале строительства во втором полугодии 2026 года воинской части для 270-го полка Ахмат Кавказ. Благодаря вашему личному авторитету проблемные вопросы на федеральном уровне поддержаны, и по ним в ближайшее время будут даны соответствующие поручения. Развитие горных районов имеет такое же высокое значение. В этом году запланировано более 300 мероприятий в различные периоды, а также 127 мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства. Гарантом поддержки выступает секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров. Уважаемый Рамзан Ахматович, объявленный вами год горных районов, развитие малого и среднего предпринимательства станет мощным импульсом для развития горных территорий и предпринимательства. Распоряжением правительства Чеченской Республики утвержден комплексный план, предусматривающий реализацию 339 мероприятий, направленных на ускоренное развитие горных территорий и системную поддержку малого и среднего предпринимательства. В части развития горных районов запланировано 212 мероприятий. В рамках государственных программ будет осуществлено строительство и ремонт 41 объекта в сфере образования, социального развития, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной отрасли. Предусмотрено строительство и капитальный ремонт 6 школ, 3 садиков и 2 домов культуры, 13 автомобильных дорог и мостов, 4 объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство 7 общественных территорий. Отдельное направление – реализация в горных районах 87 инвестиционных проектов и мероприятий в таких сферах, как электроэнергетика, туризм и гостиничное дело, торговля и общественное питание, животноводство. В части поддержки малого и среднего предпринимательства план предусматривает реализацию 127 мероприятий. Субъектами предпринимательства в 2026 году на территории Чеченской Республики планируется реализовать 102 инвестиционных проекта, из которых 68 проектов будут завершены уже в текущем году. В целом, план основных мероприятий направлен на модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни в горных районах, а также создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, как ключевого направления социально-экономического развития нашей республики. Вопросы экономической и общественной безопасности в рамках реализации плана мероприятий находятся на особом контроле секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова.
В этом году пройдут многоуровневые выборы. На территории субъекта проживает более 850 тысяч избирателей, что положительно скажется на качестве процесса. По основным показателям общественно-политического и социально-экономического развития Чеченская Республика традиционно находится в лидерах среди субъектов страны, в том числе по организации и проведению выборных кампаний. В рамках встречи с начальником управления президента Российской Федерации по внутренней политике Андреем Вениаминовичем Яриным обсудили реализацию в регионе ключевых направлений внутренней политики. Отдельное внимание было уделено подготовке в Чеченской Республике к многоуровневым выборам 2026 года. В соответствии с вашим поручением в Республике ведется работа по подготовке к проведению многоуровневых выборов 2026. В единый день голосования 20 сентября состоятся выборы главы Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы Российской Федерации, депутатов парламента Чеченской Республики, депутатов представительных органов 15 муниципальных округов и городского округа Грозного. Численность избирателей в Чеченской Республике на 1 января 2026 года составляет 854 тысячи человек. В выборах будут задействованы 20 территориальных и 534 участковых избирательных комиссий. Также планируется создать 20 временных избирательных участков, места временного пребывания избирателей. Необходимые средства на подготовку и проведение выборов в объеме 156 миллионов рублей в бюджете Чеченской Республики предусмотрены. Безопасность и правопорядок в ходе выборов будут обеспечены силами МВД по Чеченской Республике и Росгвардии при непосредственном контроле со стороны Совета Безопасности Чеченской Республики. Партия «Единая Россия» будет принимать участие во всех предстоящих в республике выборных кампаниях. В рамках подготовки к выборам в мае будет проведена процедура предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения в ходе избирательных кампаний. Магомед Даудов отдельно остановился на просьбе к Рамзану Кадырову, чтобы политик согласился выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование по определению кандидатур от партии «Единая Россия» на выборах главы региона. Наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, дал газу Кобал Дуэльцин, основатель регионального отделения партии «Единая Россия», в самый трудный час, в момент тяжелейших испытаний, взял на себя весь груз ответственности за судьбу нашего многострадального народа и привел нас к миру и процветанию. Его дальновидность и мудрость позволили объединить народы Чеченской Республики вокруг идеи созидания. Люди поддержали его курс как истинного лидера. Сегодня этот благодарный путь продолжаете вы, Рамзан Ахматович. Ваш вклад в возрождение в развитие Чеченской Республики по праву сделали вас национальным лидером. С вашим именем жители связывают все положительные преобразования в республике. От имени команды, основанной нашим первым президентом, героем России Ахмадом Хаджи Кадыровым, дал Газват Кобал Дуэльцин, и всего чеченского народа, обращаюсь к вам с просьбой выставить вашу кандидатуру для участия в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на выборах главы Чеченской Республики. Ахмад! Аллаху Акбар! Лерме Кабехда Ахмад Аджикант Рамзан бина республика Билгалбах Белгш так хапарученис Москва ван Хилгоуш Китарш диона Делгиетама Сюго Бах диона Очуаганч министерства Очуаган вице-премьер Вуча Митчана Мин Абарон Росгвардии Башхулиас диона Халирем Халарем Бардош Халичный авторитет Бандош Ахчудахтул вопрос диона Ричит Садоцуа Лерме Мехда Вайн Массана диона Очуа ووجرشنا شيزر شو 1999 شو بيرو توام دعبل توام بالي خان مصو خان ديون دقدك دقيوق شو شوا رمضان عج وشوا بالوجي مصو رأوني الحب حكينا парламент депутат глава администрация главы Чеченской Республики правительство дерегге хохалц 1 миллион 580 тысяч населения диона харжен царн халга диона ахтедих кан дикр шкоч дештутко وين مسانا ديونا دوق دق دقا دوغ وين إز إخان دقيتش
إكيجي كان ديون إكلي أقال وين هون لا ألجا إخان قصة خليت إيش تقول بوليت ديونا مصو ما ديون غوش قيتش ماجكا غوش قيت يا زسيدانش كاديون سيخسر قال دوقوي خوان يرز نوختي قام دولشر دعدال قيرن بوش دنيا دير دا قيرن بوش نوختي وقال سبح شو الخان يرز نوختي ديونا شي باقم شي عار شي واخر شي دوزل ديونا شي انتحاتس ديون هو دنيا حدق دنيا ديونا قد دل در قوينس اسخينا حا دال ديق الول دال غازوت قوبل دولا ويدحر ليل باتش وي مهك دا وي نيق وي حبوش بول تول دي قيب خيق شرع تحبرت بوش خلقا بيزا بيش خلق قوبل بيش خلق ديون هو نيق ديح وين مسانا خاخوش مسوتوس ديون ارادل تعريفين دوقتش تريتي غودي خيل شول ديح مليون ميتينغ شيش ديون ارادل شيخ شين هر نيق بيزر دال ديق الويل احمد عجي نيق بيزر جايتا غوش حد اندول خلق دال غازوت قوبل دول اوغر خلق خينا ديون حدا وي مهكدا ودحر باتش ديون احمد حج حلقه ويل ديون وإرسي داخل نيق بوخ بيتنا وين يقير ديون شي خلق شي قام شي دين شي باتشاب بانيا ديونا داخل عدل دال غازو تقبل دول سنديون يدعوون شو ديا ويتعني دريجي وشواح ديون تحن غوش ديتن تخو غوش ديتن مصو معير ديون ديكنك ونك قلوالك مصو اغور ديون نسويش ديونا خلقا بيدين تخلي تكون تيا قاحيوكش تخيغر غوغل وشاخل داخل ديونا دال ديغل وال احمد حجيه إنها تغني ديني قاتشص ديونا خلونش قوش تكون مسانا تكون أولي عدل تكون قوش دوش تا خور من قردش خلش دقو مال غنقوش أولي ناقوس تدعبوش جرغرنك تشرنك ديونا تاقا ديونا وي نيقبو إنيق حبا بيزبوش تكون حلقة بالله حوي أنا رمزان حاج تغنى هو تشوحا تخيري أونشكا هو خلق تسير ويل سان لأك ديونا دق ديك خوش دتخو هو شو عميل وجه هون ألجأ إخاء ديونا دائما دقيقة إيدنا تكون كاج دي واخر قوتشون سن دوق ويل سن عر واخر مصو من شجوع بلي عدوشون دال حلقة شيء حين حلقة بوش ديونا إيش ديونا حدا لنا دوحتخو وانا قوش دا خليش أسبيلغ المداقر ديونا ويبر شو سنتيابر بطرح تاقا وينا ما يبات ديون ناس دوات بياتا وديون باتريتس بيرو خريش ديون برايمريزيو تاقا ويا أسبيلغ المداقر أوغر خلج خينا دائما ديون هو ريسبوبليك دوكومنت خلديز هو ريسبوبليك كونستيتوسي خليز هو ريسبوبليك يعديونا أوغر يخلج خينا روسيا أوبشي يول ديونا برايفشي بارتي يو إردوكسون ديون يدين روسيا ديونا أوغر خلج خينا غوشق دوخ يحيي إن تغنى جدينا ديونا أمريتس ديونا حلا أمسا اتس ديونا بارتين ديونا كيوغل دياش وصو ديونا ومعي خليش ديونا سبيلغل مداقر ديونا برايمريز يو ديونا تاقا بريدوريتلني قلسواني يو ديونا بريزيديوم خليش تاقو ويا شوح ميلول وي تشلين كمانديتس وشي دقخ دول تغنى جدينا حا وي نوختي شوح الحمد لله دال غاستن بو دال ديغ الوال أحمد حاجي نيا حبا إدعقيها وين حلق وين مخدا رمزان حاجيال ديونا حق دوشتق نوختي شو واتسال ديونا إريشين تخنيننا أو حوق ديخر دينق ديونا دواتس سبياتو باتريت سبيرو مايا بريدوريتين قلل سوانيح بارتي بريزيديم بو خارجن ببيش شولش اتس ريشين يقع هاي كانديداتورة وينستيا تكون إبق والله عارع على بارتين ديونا رمزان حاج أوغر خلش خينا ديونا وشين حبينا دال ديق الويل دال غاز وتقوبل دول ديون تكون دائما هو خلقا داخل هو خلق دولو ديش حاوئنا وعد ديون تخمس سيري وشوح بول وي تشلين كمان ديون مصوق ميل عشوال ديون ويشي سرق ديون تقعوك ديون دي غردوق اتس بريدوريتني قلسواني بارتينا حكني داتورا وينستي أحتون بقوة يلر ديون اتسون تكون جواب دلر ديلر يسخلون دال دوقوا ولا أحمد Аллаху Акбар. Рамзан Кадыров в ответ заявил, что даст согласие на выдвижение в случае поддержки своей кандидатуры президентом России. После предварительных с объявлением кандидатов следуют основные выборы в сентябре. Президент поддержит, то мы выдвинем свою кандидатуру и будем участвовать на выборах.
Перед наступлением месяца Рамадан и до самого завершения священного периода политик дал поручение главам всех районов контролировать цены, не допуская роста. Нам предстоит провести большую работу по улучшению качества жизни населения горных районов, привлечению инвестиций и сохранению природного наследия. И природное наследие история Hoşbalın deres muldan hoşbalıstan ve banş ve lemdes kadar da kubelak spinner dersen vardı deres muldasan. Когда до социально-экономическое положение, хакаду в целом государстве, истяду мелладон, аидиз, диавел, мусарадон, дальше бог дина бусавой бешсарадон, бог дон, даурбат свой минимальный дождь, ромадон, как максимальный дождь, это стадиз, вайдон, республикадон, из кести дождь, марабут будасон, марабатадон, обязательно Don hon är mahal bakshädel då där så bäst massager don ajar glavreon don mahal tabaqid ton halbaq olsa ton halbaq när det mahdon tamus baq hal sächan don qitatsam don nochi ve праздник duqdas don праздник don ve don din batta ve hegdol qayal hawich aidewich don Tezde duqayn don da wala desh qadun da mal qobada uçla don van don şike bag bella piçenela don luşqlı don sabolcha don xiltsa diz boş don sen xiyir boluş bu da maradaştı xazkiçin babiz keçu alaviz don şey govket et anayız xazayız don Tezde don, için bilgiler kadıyız don, zaten don, çok don, sayılar don, şu samsel don, persuave marades poblações don, içine amen o nislatın qobalar don, aliku amen o mettiqaç don, idealar o don, çocuk marades qobalar don, ezendeşka beriştəx don, samarades qobalar don, yani halmeliya zöyle tam olur hazır tamam don. Da dakikaç don, üç suni sayıdı don, o şey bir don. Busal don, dezde don, ve dezde don, şide don, dezder don, ayde don, amal ibaden yal hayas, davar dezum don, ister don, nimani yezdas. Общем, Рамзан Кадыров интересуется у министра строительства, ЖКХ, топлива и энергетики тем, как обстоят дела в сфере его ответственности. Муслим Заипулаев рассказал, что основная работа по снабжению коммунальными услугами и прочими удобствами ведется именно в горных районах. Малый средний бизнес, он конкретно без теневой бизнес, он даяк бизнес, он такой налог свой, он белометрический где-то будас, зачем войну поехал будас, он чтобы мастерка садил, спорт внимание лез, обязательно до дека, он чувствует, садишься, он дихаешь, он использует, он муслимит, он Hatta muslim don. Dayı ya soyukşun. Mamız akşam dokşu şabar habla buş buydas. Верный Рамзан Иванович, Рейзхуил должен строить Штаюичу. На сегодняшний день регион является одним из лидеров по вводу жилья в регионе. На одного человека у нас введено более 1,6 квадратных метра, из чего серьезно сильный показатель. Тем более на фоне демографического роста, Рамзан Иванович. Также у нас строятся объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. У нас запланировано на текущий год большое количество коммунальных объектов. На территории горных районов у нас планируется коммунальная инфраструктура, также и социальная инфраструктура. У нас строятся школы на Жаюртовском районе, Шаруйском районе, строятся очистные сооружения. У нас строятся на территории горных районов, в том числе на Жаюртовский, Веденский. Соответственно, сейчас планируется еще в Шаройском и Тумкалинском планируется. Водопроводные сети уже впервые по вашему поручению, непосредственно при вашей поддержке. Это один из самых сложнейших вопросов. Прокладка сетей в горных районах, потому что Махар затраты, они в разы больше, чем на территории равнинных районов.
При этом, при вашей поддержке, непосредственно благодаря вашему авторитету, нам удается эти вопросы решать и, соответственно, сегодня идти вперед. В общем и целом, из Рамзан Кадыров добавил, что не справляющиеся со своими должностными обязанностями, кто бы они ни были, будут отправлены домой, поскольку жителям субъекта нужно дать хорошие результаты. Тоже первое место доводит, шаги дон, еще дон, направленный шкадон, лидерший меткшбуй дон, меткбакаш, да, то есть новый бешвол гол дон, махадош, дон, локаль махадош бугой дон, да, это был, да, диабет и вымысел. Благодаря требовательным и справедливым подходам регион и сумел стать таким успешным и привлекательным для всех слоев населения России и гостей из-за рубежа. Торпал, Алита Исумов, Маузар Хаджиев и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Кадровые изменения в Нателечном районе. Исполняющим обязанности главы администрации назначен Ильяс Чигаев. Представляя нового руководителя коллективу, помощник председателя правительства Жамай Закриев охарактеризовал его как опытного и эффективного управленца. Репортаж Рабят Гайтиевой. Нателечный район – один из 15 муниципалитетов Чеченской Республики, название которого произошло из-за расположения вблизи реки Терек. Здесь, в сельском поселении Знаменское, официально представили временно исполняющего обязанности главы муниципального района Ильяса Чигаева. На встрече с администрацией района присутствовал помощник председателя правительства региона Жамалай Закриев, который охарактеризовал Ильяса как опытного управленца, кандидатуру которого поддержал и глава субъекта Рамзан Кадыров. Он район еще на бойшу требования главы республики, поручения главы республики выполнять еще задачи теншн тяхта дебюси до шкаи сумасара сами командна босс бишалвация саглава давлетер прокурор хил начальник хил шалбл штаятер сот яхтан болошна василия командна босс. В своей же речи заместитель руководителя администрации главы и правительства субъекта Гайбир Сункаев отметил, что Ильяс Аликович зарекомендовал себя профессионалом и ответственным специалистом, способным решать любые поставленные задачи. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров поддержал кандидатуру Ильяса Чигаева, и такое вот возложение исполнения обязанностей состоялось. Ну а что дальше? Надеемся, совет назначит Ильяса Чигаева главой администрации района. Вот такая у нас процедура. Бывший глава района Хамзат Хасанов поблагодарил жителей и коллег за совместную работу и призвал поддержать нового руководителя. Qayagana masana devres hülde belkhritz kardunian pomshdosh taran qoza dutan datsa diana wainsaga duksa waiqa diana shadega deli du shondere sul masana. Ильяс Чигаев поблагодарил руководство республики за оказанное доверие. То нам подчас или доверие дамала с диагноза подыша дамала в бобегбу лариску да берктиус Курайонин дамала ойхмал вайдош дадеш коня да чагдон неге токой дамала вендиено доверие
вы запродать еще чахлоды, что да, сковода аматажнада, да, это был Ахматил Аллаху Акбар. Смена руководства станет новым этапом в развитии района. Теперь временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Ильяс Чегаев будет руководить Натеричным районом в течение 28 дней, после чего проведут конкурс кандидатов, по итогам которого изберут нового главу района. Рабиат Гайтиева, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Военно-патриотический клуб «От героя к герою» провел церемонию возложения цветов почти в память уроженцев Чеченской Республики, исполнявших интернациональный долг. Мероприятие приурочено к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В памятной акции приняли участие также делегации из Ингушетии и Дагестана. Напомним, 9 мая прошлого года в Гудермесе открыт памятник, на котором увековечены имена более 40 участников афганской кампании, жителей региона, проявивших мужество и верность воинскому долгу. По словам организаторов, такие встречи станут ежегодной традицией. Именно в самый трудный момент именно наши ребята показывают себя мужество, проявляют мужество, героизм, массовый героизм. И поэтому такие мероприятия, память о тех ребятах, которые в те годы отдали свои жизни, мы не имеем права забывать об этом. И поэтому мы проводим вот такие мероприятия. Во-первых, это военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Во-вторых, это отдание дани уважения памяти нашим землякам. И хочу с гордостью заявить, что за весь период десятилетней почти войны в Республике Афганистан ни один призывник из Чечено-Ингушской АСР не пропал без вести, не попал в плен. Ученые, писатели, художники в Грозном собрались представители чеченской интеллигенции. Повод для встречи значимый – 22-я торжественная церемония вручения премии «Серебряная сова». Проект интеллектуального центра направлен на поддержку и консолидацию научного и творческого потенциала народа. Имена лауреатов знает Медина Мударова. Мы со словом живем от рождения до часа кончины. Память слов о себе оставляем, навек уходя. И во имя добра не роняйте слова без причины. Ни в мирской суете, ни в огне, ни просто шутя. Строки известного чеченского поэта Умара Яричева сегодня звучат как его завещание, наказы и обращение к потомкам жить в мире. Умар Денилбекович, уроженец селения Кулары Русмартановского района, создавал прекрасные художественные произведения как на русском, так и на чеченском. Писал он о народе и для народа. Ему всегда удавалось оставить отпечаток в сердце каждого читателя. А теперь имя Умара Яричева внесено во второй том публичной биографической энциклопедии «Интеллектуальный центр Чеченской Республики» в Лицах. Никогда не забуду, как одна очень известная женщина в Питере, академик Ран, вышла и со слезами на глазах поблагодарила. Она сказала, когда меня пригласили на этот вечер, я не хотела идти, честно признаюсь, я не хотела идти. Я еще подумала, ну что мне может сказать чеченский поэт? Но теперь я не жалею, и я в восторге. Почему его вся Россия не знает? Я благодарна всем, кто увековечивает имена этих людей. Наше подрастающее поколение должны их знать. Надо как можно больше, я считаю, проводить мероприятия, рассказывать об этих людях и в школах, и в вузах. На данный момент в числе участников центра находится 400 деятелей науки, сферы образования, здравоохранения, творческих организаций. Во второй том вошли 94 имени, среди которых 15 с нами уже нет. Сборник представили в рамках 20-летнего юбилея интеллектуального центра Чеченской Республики. Его отметили торжественным собранием в педагогическом университете. В своем выступлении председатель совета центра Бекхан Хасбулатов напомнил историю создания организации. Благодаря тому, что Ахмад Хаджи Кадыров был инициатором, мы начали работать. Вначале нас было немного в плане количества, но люди были одержимыми, люди были настроены на то, чтобы на земле нашей, многострадальной земле, воцарился мир, чтобы на этой земле возродились наши традиции, обычаи, и чтобы мы стали частью
цивилизованного мира с сохранением своей самобытности. У Совета нет бывших членов. Кто однажды стал частью движения, остается с ним навсегда. Это главный принцип интеллектуального центра. Там же состоялась и 22-я церемония вручения ежегодной премии «Серебряная сова». Она учреждена с целью поддерживать выдающихся людей, которые внесли значительный вклад в развитие своей области. За огромный вклад в становление и созидательное функционирование интеллектуального центра Чеченской Республики с вручением символа «Серебряная сова». Председатель Совета интеллектуального центра Чеченской Республики профессор Бекхан Мусубянович Хазбулов. Участники отметили, что юбилей стал еще одним шагом к укреплению общих целей, объединению вокруг идей науки, интеллекта и благочестия. Интеллектуальный центр Чеченской Республики, созданный в трудные годы, объединяет ученых, учителей и общественных деятелей и сохраняет память, традиции и духовный потенциал народа. Сегодня это важная площадка для образования, культуры и диалога, вклад в будущее республики и опора для новых поколений. Медина Мударова, Ислам Нацуров и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. 10 тысяч гостей, ярмарка народных промыслов и тонны черемши в высокогорном селении Ведено. Состоялся фестиваль «Онгфест». Мероприятие объединило гастрономию, культуру и туризм. Повара приготовили около 2 тонн медвежьего лука, представив десятки блюд от старинных традиционных до современных авторских. О чеченском деликатесе, который сквозь века не теряет востребованности, в репортаже моего коллеги. Чистка, промывка, варка – этот аромат не спутать ни с чем. Именно он олицетворяет 5-й гастрономический фестиваль черемши «Онгфест». Представители разных районов съехались в высокогорье Чеченской Республики, чтобы не просто накормить огромное количество жителей и гостей, но дать им возможность насладиться природой, в окружении которой проходит ежегодный праздник. Веденский район сегодня показывает пример всем остальным районам, как нужно развиваться, как нужно, какие мероприятия нужно организовывать для того, чтобы привлекать внимание и к своему району, и к инвестициям, и вообще к привлечению в целом туристов в наш регион. Красота всех блюд на каждом шагу, а еще выставка народного творчества с возможностью приобрести любой сувенир на память. Однако черемша и угощение все же на первом плане, ведь у многих разыгрывается неслабый аппетит. Большой праздник проходит с настроением. Черемша достается всем и каждому. Этим и интересно мероприятие, что можно не только вкусно поесть, но и послушать национальную музыку, посмотреть танцы и принять участие в различных конкурсах, которые вот-вот начнутся. Все очень замечательно, все довольны и каждый раз все по-новому, учитывая, что место локации – это горный район, где чистый воздух и приятная атмосфера дополняют еще сильнее. Почетные гости, представители регионального правительства и министерств дали свою профессиональную оценку фестивалю. Он в первую очередь объединяет нации, а с этим дарит настроение и приятные воспоминания. Не ожидали, что будет такая востребованность, такая заинтересованность у людей. И во всем этом праздничном мероприятии больше всего удивляет то, что жители Чеченской Республики 10% и 90% иногородних российских регионов, жителей и гостей, туристов, в том числе специально приехавших на фестиваль. Множество различных конкурсов стали большим украшением дня. Известные блогеры и творческие личности приняли участие в чистке черемши. Все женщины показали умение ловко готовить растения перед финальной варкой. Победительница получила кубок и награды от главы администрации Веденского района. Ведь именно здесь и проходит гастрономическое мероприятие. Мне безумно понравился сам фестиваль. Я не ожидала такого ажиотажа, такого масштаба. Когда вообще была номинирована, огромное спасибо всем за и путевку, и награду. Но самым необычным по версии гостей стал конкурс на самого стильного кота. Соревнование с участием пушистых всегда дарит особый заряд эмоций, а победу праздновала четвероногая кошка по кличке Пандора. Ее хозяйка не ожидала победы, но с радостью решила участвовать. Увидели объявление, что тоже питомцы будут, и решили тоже попробовать вывести в свет нашу Пандору. У вас это получилось? Какие эмоции после победы? Очень хорошие, позитивные. В следующем году тоже будем участвовать. Очень много гостей приехали не только из республики, но и других регионов и даже стран. Это еще один плюс для всего субъекта в плане популярности и привлекательности. Организация, творчество. Все нравится.
приветливые, да. А вообще очень вкусно, конечно, черемша. Вы нас встретили так приветливо, так, с такой радостью. Нам и припарковаться показали, куда, как, что, и угощение такое. Очень от вас тепло исходит, от ваших людей. С 2 тарелками только я на этом фестивале. Привет большой из Осетии, я хочу сказать. И мы очень рады, что приехали сегодня. На самом деле я первый раз здесь, но вот со мной кто коллеги, они уже не первый раз на фестивалях. Но я хочу сказать, вы большие молодцы. Был очень удивлен, когда попробовал черемшу в шоколаде. Я не ожидал ее увидеть. Я жду, вот сейчас там плов готовится, я жду, пока плов приготовится. Я сделал ставку на плов из всех блюд. День был настолько веселым, что для описания всех восхищений просто не хватит слов. Однако текущий год, объявленный годом горных районов с развитием малого и среднего предпринимательства, принесет особенно много радостных моментов в самых живописных местах. Стоит только увидеть все своими глазами. Торп, Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт о войнах в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.